7 февраля в городе Сочи стартовали зимние Олимпийские игры. Как полагается, за ходом торжественного открытия следил весь мир. Параллельно с основной церемонией в Дагестане у въезда в Махачкалинский аэропорт на символической арке, объединяющей две башни в триколоре республики с одной стороны и копии часовни Кремля с другой, был установлен факел, зажженный в честь данных игр, гореть который будет до конца зимней Олимпиады. Несмотря на поздний вечер и морозную погоду, зрителей на мероприятии было довольно-таки немало. Это и волонтеры, которые неудержимо рвались в пляс, средства информации, которые пытались на перегонки выудить лучший кадр для себя, ну и, конечно же, главы правительства республики и нашего города, которые своей речью дали ход торжественного начала церемонии. В аэропорту около прекрасной арки, которая символизирует дружбу народов России, которая является входом, въездом в Дагестан, в нашу столицу. Мы собрались здесь вот буквально несколько минут назад. В Сочи зажег олимпийский огонь. Давайте поприветствуем, это прекрасный праздник, великолепное, великое событие. Быть тем, кому выпала честь стать человеком, кто принес к нам огонь Олимпа и поджечь факел, стал серебряный призер 2000-х и чемпион 2004 года летних Олимпийских игр Гайдарбек Гайдарбеков. Гайдарбек Гайдарбеков – опытный спортсмен с массой заслуг в боксе. Желает всем участникам игр успехов и только побед, а болельщикам советует активно заниматься спортом. Хочу сегодня, честно говоря, от души поздравить всех. Это Олимпиада, на самом деле, для Дагестана это праздник. Почему? Я скажу, потому что у нас все дагестанцы, все спортсмены, они любят спорт. И Россия вообще, она спортивная держава у нас. Поэтому все наши друзья, наши близкие, они все родственники, все близкие, все болеют за спорт. Поэтому сегодня для нас это большой праздник. Особенно то, что она происходит в России. Это для нас гордость и патриотизм для нас. Наши люди должны болеть за наших спортсменов. Пусть наша Россия будет первым. Пожелания болельщикам какие? Пожелания болельщиков, чтобы они массово все взяли своих детей на спорт, чтобы они занимались спортом. Почему? Потому что спорт – это мир, это дружба, это все, это здоровье нации нашей. Потому что если спортом мужчина не занимается, я думаю, что со временем он становится чахлым, и он становится слабым. Сегодня даже, если с точки зрения религии взять, сильные мусульмане лучше, чем слабые мусульмане. Поэтому мы должны заниматься спортом. Конечно же, не оставит без внимания подобное событие в своем городе глава городского округа Джамалдин Амарович. Являясь активным политическим деятелем и любителем спорта во всех его проявлениях, передает свои поздравления участникам, болельщикам и всем тем, кто неравнодушен к играм Олимпиады. Вы знаете, что такое Олимпиада? Это второй раз в России. Это когда в 80-м году было первые летние Олимпийские игры. И сейчас зимние Олимпийские игры проходят у нас в Сочи. Поэтому большая радость всех россиян. Это гордость наша, это Олимпиада, это спорт, это здоровье и так далее. Но я посмотрел сегодня, вот когда показывали по телевизору открытие Олимпиады, там серьезные команды есть, конечно. Но мои пожелания, я россиянин, я болею за Россию, я патриот своей родины, я горжусь Россией, что я россиянин. И горжусь, что наши спортсмены выступают хорошо. Я думаю, что мы должны занять первое место. И желаю всем спортсменам хорошего такого спортивного духа, чтобы они выиграли, все заняли хорошие места и первое место взяли россияне. Особенно за хоккей я болею. После торжественного выступления была небольшая концертная программа для собравшихся, которые охотно ею воспользовались, ритмично подтанцовывая под мелодичную музыку. А факел огня Олимпа продолжит свое сияние до конца игр в Сочи. Ибрагим Магомедов, Алексей Колесников, Новости Каспий ТВ.